В этом выпуске мы вам расскажем без прикрас, как в 60-х годах прошлого века тысячи уйгуров поверили советской пропаганде и в погоне за легкой жизнью бросили свою родину и бежали в СССР. Они даже представить себе не могли, во что обернется этот опрометчивый шаг и на какие лишения на чужбине они обрекали своих детей и внуков. Если тогда им казалось, что Советский Союз — это райское место, то сейчас, завистливо смотря на развитие уйгурской автономии из бедных республик бывшего СССР, их детям и внукам должно быть горько и обидно. Но выход есть — возврат к корням. В 1962 году самый молодой генерал-майор Китая, 39-летний Маруф Исхаков, этнический татарин, написал Мао Цзэдуну письмо, в котором была лишь одна просьба — отказ от китайского гражданства. Он уволился со всех постов в Синьцзянском военном округе и отправился всей семьей в Советский Союз, чтобы найти ту более свободную и счастливую жизнь, о которой вещала советская пропаганда. Вместе с ним этот шаг сделал его друг, уйгур, генерал-майор Зунун Таиб и еще 67 тысяч уйгурских жителей Кульджи, Чугучака и приграничных районов. Все они верили, что, перейдя границу, смогут жить той беззаботной жизнью, которую обещал старший брат Советский Союз. Сегодня, спустя 60 лет, мы задаем главный вопрос. Получили они и их дети беззаботную жизнь на чужбине, на которую они променяли свою родину? Как сложилась жизнь тех, кто в те трудные годы отказался от родины и отправился на поиски рая на земле? Эта история, произошедшая в уйгурской автономии 60 лет назад, возможно, даст нам тяжелый и в то же время отрезвляющий ответ. Сегодня мы восстановим картину самого крупного в Китае массового побега жителей приграничья — итаское событие. Татарину Маруф Исхакову было всего 32 года, когда он стал самым молодым генерал-майором Китая. В 1961 году, после поездки в Советский Союз на учебу, он и другой генерал-майор Уйгур Зунун Таиб вернулись совершенно другими людьми. Они по возвращении из Советского Союза начали ходить по деревням и домам, подстрекая жителей уйгурской автономии уезжать в СССР. В то время Китай переживал 3 трудных года. Условия жизни в Советском Союзе были очень привлекательны для многих уйгуров, которые не могли досыта наесться. Они говорили, в СССР жизнь хороша, жилье бесплатно, еды вдоволь. Там можно наесться досыта и зажить хорошо. А вы здесь страдаете и мучаетесь. Лучше поехать туда и наслаждаться жизнью. Остаться здесь значит обречь себя на нужду, здесь просто не выжить. В то время большое количество сотрудников советского КГБ под видом посещения родственников и торговых переговоров проникало на территорию уйгурской автономии, координируя эти действия. Китай называл Советский Союз старшим братом, писал о советско-китайской дружбе в учебниках. Когда Китай был беден и ничего не имел, он безоговорочно открыл двери СССР, подарил ему свое доверие. Но кто бы мог подумать, что именно этот союзник в самые трудные годы Китая нанесет жестокий и коварный удар в спину. А самое печальное — использует доверчивых уйгуров в своей игре. Мао Цзэдун, прочитав письмо Маруфа, произнес: «Они уже руку к нашей армии протянули. Я считаю, тех, кто хочет уйти, не нужно насильно удерживать. Не верю я, что там рай земной». Также он сказал одну глубокомысленную фразу: «Кто прав, кто виноват, сейчас не разобрать. Пройдет 20, а может быть, 30 лет, и все поймут». В первые годы после основания Китая уйгурская автономия лежала в руинах. Будучи западными воротами, граничащими с СССР, Кульджа и Чугучак естественным образом стали передовым краем советско-китайской дружбы. СССР открыл консульство в Кульдже, Чугучаке и в столице Урумчи, одобрив создание Всесиньцзянской ассоциации советских граждан. Семейные связи между уйгурами по обе стороны границы, экономические и торговые обмены были полностью свободными. Это были золотые годы советско-китайских отношений. В 50-х годах в Казахской ССР еще сказывался голод вследствие катастрофической засухи 1946 года, и почти 50 тысяч казахских пастухов из приграничных районов перешли в уйгурскую автономию. Им бесплатно выделили землю, скот, предоставили жилье, отменили налоги и сборы. Но в приграничных районах Казахстана и Киргизии ощущалась нехватка рабочей силы. Эти регионы были мало населены, обладали обширными пастбищами и целинными землями. Для развития сельского хозяйства требовалось много рабочих рук.
Уйгуры говорили на тюркском языке, что и народы Средней Азии имели схожие обычаи и менталитет. В глазах СССР они были лучшими кандидатами для пополнения рабочей силы в Средней Азии. С середины 50-х годов советские консульства и Ассоциация советских граждан в уйгурской автономии под видом регистрации граждан стали массово выдавать уйгурам советские паспорта и различные удостоверения. Согласно официальным сведениям, к началу 1962 года СССР незаконно выдал по всей уйгурской автономии свыше 120 тысяч различных документов советского гражданства. Только в одном Чугучаке было выдано более 40 тысяч, что охватило более 90% приграничных властей Илийского края и Чугучака. 1958 год стал водоразделом в советско-китайских отношениях. СССР предложил на территории Китая совместно построить и использовать радиостанцию для дальней связи и управления атомными подводными лодками, а также совместно с Китаем создать флот атомных подводных лодок. Просьбы СССР были решительно отвергнуты Китаем. Это привело к полному разрыву советско-китайских отношений. В 1960 году Советский Союз в одностороннем порядке разорвал сотни советско-китайских соглашений о сотрудничестве, отозвал всех специалистов, работавших в Китае, прекратил все строящиеся при советской помощи проекты, нанеся китайской экономике сокрушительный удар. Уйгурская автономия стала одним из важнейших рычагов давления на Китай. С 1958 года в уйгурской автономии стали создаваться колхозы и коммуны, в рамках реформы «Одним шагом в небеса». Принудительное вступление крестьян в артели, изъятие скота серьезно подорвали продовольственное обеспечение. В Чугучаке поголовье скота сократилось более чем на 35%. Производство зерна упало на 17%. Базовые жизненные потребности в медицине, образование не удовлетворялись. По сравнению с нищенской жизнью в уйгурской автономии, советская пропаганда по радио о светлом будущем в СССР была невероятно привлекательной. СССР запустил радио на уйгурском языке, круглосуточно вещая на территорию уйгурской автономии. В передачах обещали: как приедете в СССР, получите дом, землю, скот, будете освобождены от налогов, медицина и образование бесплатны. Одновременно через ассоциации советских граждан и письма родственников точно били в болевые точки трудностей в уйгурской автономии. Они создали сеть агитации, охватывающую весь Илийский край, подстрекали уйгурскую интеллигенцию и религиозных деятелей, и даже завербовали таких армейских офицеров, как татарин Маруф и уйгур Зунун Тииб, сделав их знаковыми фигурами в массовом побеге из уйгурской автономии. Все было готово для главного удара. В апреле 1962 года первый удар был нанесен прямо из Чугучака. Начались периодические попытки нелегального перехода границы. Несмотря на так называемый «железный занавес», когда невозможно было советским людям выехать из СССР или иностранцам въехать в СССР, советские пограничники не только не препятствовали и не депортировали нелегальных мигрантов, а наоборот, полностью открыли границу, прислали грузовики, которые заезжали на несколько километров вглубь Синьцзяна, чтобы забрать уйгурских беженцев. Советский Союз беспрепятственно пропускает и принимает уйгуров. Эта новость, как лесной пожар, распространилась по Илийскому краю. Всего за 10 дней редкие попытки перехода границы превратились в открытый массовый исход. Беспорядки быстро распространились из Чугучака на Хоргос, Чипчал и все другие приграничные уезды. Пограничники, пытавшиеся остановить людей, избивались и разгонялись. Даже секретари партийных комитетов покидали свои посты и бежали первыми. Власть была полностью парализована. Согласно статистике, с апреля по май 1962 года всего за 2 месяца из Кульджи и Чугучака нелегально перешли границу 67 тысяч уйгуров. Более 400 тысяч гектаров весенних посевов остались незасеянными. Множество земель остались без ухода и пришли в запустение. В уезде Чугучак число уйгуров, нелегально перешедших границу, составило почти 70% от общей численности населения уезда. В 3 приграничных властях Хоргосского уезда после побегов осталось всего 3000 человек. Несколько приграничных деревень за одну ночь опустели, коллективное имущество было разграблено. Прямой экономический ущерб превысил 100 миллионов юаней. Апогеем этого массового побега стал мятеж в Кульдже, произошедший 29 мая 1962 года. Под непосредственным подстрекательством и указанием советского вице-консула в Кульдже Дидова
Тысячи обманутых уйгуров штурмовали здания партийного комитета, избивали сотрудников, захватывали официальные печати, похищали секретные документы, угоняли автомобили и огнестрельное оружие и выкрикивали лозунги «Долой китайское правительство». Советское консульство обеспечивало уйгурским беженцам убежище, передавало ложные сообщения и разжигало страсти. Советский Союз, используя недовольство уйгуров китайской компартией и ради развязывания против Китая идеологической войны, стал использовать и активно подстрекать наивных уйгуров покинуть свою родину. Когда разразился мятеж, Пекин незамедлительно отреагировал. С одной стороны, срочно ввел войска на границу, чтобы перекрыть каналы нелегального перехода и проводить разъяснительную работу среди населения, убеждая уйгуров не покидать родину. С другой стороны, направили советскому правительству ноту протеста в связи с подстрекательством к побегам и вмешательством во внутренние дела Китая. В отношении просьбы двух генерал-майоров, татарина Маруфа и уйгура Зунуна Тиипа о выезде в Советский Союз, Мао Цзэдун дал резолюцию удовлетворить их просьбу об отъезде, лишить гражданства, всех званий и наград. А вот в Советском Союзе, при подобной просьбе высших офицеров, их бы просто подвели под трибунал и расстреляли. В отношении обманутых и подстрекаемых приграничных жителей уйгуров единственным методом было убеждение и разъяснение. Категорически запрещалось применять силу или стрелять на поражение. Пекин испугался и категорически не хотел допускать эскалации конфликта. Многие уйгурские религиозные деятели в мечетях открыто заявляли, что подстрекательство к бегству — это предательство Родины, противоречащее догматам веры. Многие национальные партийные кадры уйгуров останавливали собиравшихся бежать уйгуров, объясняли им правду, что СССР использует их в своей игре и жизнь в советской Средней Азии для них будет хуже, чем на родине. Это стало важным фактором стабилизации обстановки. На границе уйгурской автономии с СССР Китай построил непреодолимый оборонительный рубеж. В районах Кульджи, Чугучака и Алтая к концу 1962 года построили и расширили 58 приграничных участков, образовав полосу оборонного земледелия глубиной от 10 до 30 километров. Всего за полмесяца многие, кто изначально планировал побег, добровольно отказались от перехода границы и остались на родине. Лишь к августу 1962 года этот охвативший западную границу уйгурской автономии массовый исход был, наконец, полностью прекращен. После урегулирования событий Китай сделал официальное представление СССР, закрыл все консульства в Кульдже, Чугучаке и Урумчи, опечатал все филиалы Ассоциации советских граждан, участвовавшие в подстрекательстве. Это полностью ликвидировало привилегии СССР в уйгурской автономии, существовавшие более полувека. Эта страница истории была окончательно перевернута. Так как же сложилась судьба тех тысяч уйгуров, которые покинули родину ради райской жизни в СССР? Не прошло и 20 лет относительного благополучия в советской стране с ее дефицитом и бесконечными очередями, как Советский Союз распался и народ погрузился на десятилетия в тотальную нищету с продуктовыми карточками и безработицей. Казахстан, в котором осело большинство уйгуров, покинувших свою родину, объявил о своей независимости. Уйгурские школы, театры, телевидение и газеты на уйгурском языке, созданные в СССР, стали резко сокращаться, а сами уйгуры вынуждены переходить на государственный казахский язык. Вспыхнуло несколько конфликтов на национальной почве, которые казахстанские власти жестко подавили. Таким образом, в погоне за райской жизнью в чужой стране, те уйгуры, которые поверили советской пропаганде и бросили родину, остались у разбитого корыта.